Родился 20 февраля 1985 года в Иркутской области, в Братском районе. Когда мне исполнилось 4 года, прибыли в город Якутск с родителями. Как у всех, наверное, советских детей. После детского сада 21-ю школу окончил. Служил в рядах вооруженных силах. После армии устроился в органы внутренних дел. И сразу так получилось, что попал в транспортную полицию и до сих пор продолжаю здесь службу. Все время движения, все в движении. Пассажиропоток очень сильно меняется. Разных очень много людей, с которыми встречаешься по работе. То есть этим заманивает служба. У нас просто охватывает служба несколько категорий. Речпорт, аэропорт и железнодорожный транспорт. И везде пробуешь работать, не зацикливаются на одном. Кто работает в транспортной полиции, ребята работают везде. Незаметная работа, может, кажется, наша, а на самом деле работы очень много. То есть все утери, находки, очень торопятся, все растеряны и очень много оставляют вещей. Работу на первый взгляд не видно, а внутри работа очень сильно крутится. У нас в северо-восточном линейном управлении рабочий день начинается с 8 утра. То есть я, как являюсь командиром взвода патрульно-постовой службы, знакомлюсь с оперативной обстановкой. Наряд докладывает о готовности, получает вооружение, спецсредства, выстраивается на инструктаж. Инструктируем заступающий наряд, на что нужно обратить внимание во время несения службы. Коллектив у нас молодой, все ребята амбициозные, спортсмены, все приходят на работу с улыбкой. Когда ребят видишь в хорошем настроении, и у самого как настроение поднимается, сразу видно, ребята пришли работать. Мы же сотрудники полиции, у нас не бывает такое, что либо жарко, либо холодно. У нас прописано по приказу и в мороз, и в жару, и в слякоть сотрудник должен патрулировать. Я как устроился в службу на транспорте, я в год бывал по 10 раз в командировках. Участвовал в различных конкурсах «Лучше по профессии». Пытался входить в призовые места. В первой десятке был стабильно по России. Мы в декабре 2013 года, 2013 по март 2014 года осуществляли охрану общественного порядка, обеспечение безопасности во время проведения зимних Олимпийских игр в городе Сочи. 4 месяца, конечно, от дома. Очень тяжело. Перенесли стойко, перенесли без потерь, за значительный вклад. Президент Российской Федерации поблагодарил именно грамотой по итогам проведения Олимпийских игр. Раньше, конечно, его дома не было. Можно сказать, мы были одни. Периодически его отправляли в командировки, в которых он был иногда месяц, иногда 2. Наград, конечно, у него очень много, и все они не помещаются. У нас повесить куда-то на стену это просто нереально, все его грамоты. Мой муж очень хороший, добрый и заботливый. Он прекрасный папа. Несмотря на то, сколько у него много работы, и он не часто приходит домой рано, но он очень много времени проводит с нами. Мы вместе проводим выходные. И вообще мы его очень любим.